Закон, регламентирующий права и социальные гарантии ветеранов, принят в республике впервые за 30 лет. Несмотря на это, все послевоенное время, как отметил министр соцобеспечения и демографической политики Руслан Аджба, государство оказывает социальную поддержку ветеранам и инвалидам войны, семьям погибших. Инвалидов первой группы в республике Абхазия на 2022 год у нас было 337. Размер пенсии за счет средств пенсионного фонда 10 тысяч рублей. И за 2022 год было выделено 42 миллиона 298 тысяч рублей. Инвалидов второй группы 2303 получателя, размер пенсии 7500. И за 2022 год было выделено 223 миллиона 328 тысяч рублей. И третьей группы 86 человек, размер 6500 и выделено 6 миллионов 755 тысяч рублей. Лица, имеющие право на два вида пенсии, это отдельная категория, в которую входят инвалиды войны, одновременно являющиеся семьей погибшего. Таких семей по республике 4. В 2022 году на выплату пенсии им было выделено 273 тысячи рублей. Это семьи погибших в Отечественной войне народа Абхазии, 1081 человек. Получателей пенсии, и за 2022 год выделено на выплату пенсии 72 миллиона 525 тысяч рублей. Семьи погибших резервистов 271 человек, 15 миллионов 849 тысяч рублей было выделено. Семья погибших военнослужащих срочной службы, это имеется в виду военнослужащие, которые погибли после войны в Гальском районе, в Кадорском ущелье, 65 лиц получают. Всего было выделено в 2022 году 2 миллиона 200 тысяч рублей. И семьи погибших добровольцев, их отдельно выделим, 77 человек получают, 5 миллионов 584 миллиона. Получателями пенсии также являются семьи умерших инвалидов войны, а также резерва вооруженных сил. Семьи умерших инвалидов войны 731 человек получают. Всего за 2022 год 52 миллиона 116 тысяч рублей выделено. Семьи умерших резервистов 5 человек, 438 тысяч. И отдельно выделим семьи умерших персональных пенсионеров, 26 человек получателей, и получили более 5 миллионов рублей. В республике 257 кавалеров ордена Леона. В прошлом году им выплачена пенсия на общую сумму 17 миллионов 829 тысяч рублей. 13 героям Абхазии выплачен 1 миллион 158 тысяч. За отвагу пенсию получают 1760 ветеранов. Общая сумма 14 миллионов 575 тысяч рублей. Итого, если говорить по пенсионному фонду, за прошлый 2022 год этим вышеперечисленным категориям, связанным с войной, получено 556 миллионов 14 тысяч рублей. Около 7 тысяч получателей. Внебюджетный фонд инвалидов, отметил Аджба, также занимается социальной поддержкой ветеранов, семей погибших и оказывает помощь в приобретении лекарственных препаратов. В том числе материальная помощь лицам, которые на стационарном лечении в медицинских учреждениях Республики Абхазия. Всего за прошлый год 546 лиц получили такую помощь в размере 10 тысяч рублей на общую сумму 4 миллиона 180 тысяч рублей. В размере не более 10 тысяч рублей. Материальная помощь на обследование в Российской Федерации получили 42 человека, это 560 тысяч рублей. Материальная помощь на лечение в Российской Федерации, то есть это компенсационные выплаты, связанные с прибытием и убытием к месту лечения. 271 человек получили помощь на сумму 9 миллионов 370 тысяч рублей. Помощь
инвалиду войны в размере 30 тысяч рублей, а если инвалид первой группы, который нуждается в постоянном сопровождающем лице, сопровождающее лицо также получал помощь в размере 20 тысяч рублей. Оказываются и стоматологические услуги. За прошлый год на эти цели было выделено 13 миллионов 162 тысячи рублей. Помощь оказали 273 ветеранам. Если в 2022 году на одного человека выделялось не более 60 тысяч рублей, то с этого года ветераны могут рассчитывать на 100 тысяч. Аджба добавил, что финансовая помощь выделяется и на санаторно-курортное лечение. На санаторно-курортное лечение материальная помощь. Это опять-таки компенсационные выплаты, связанные с поездкой. В прошлом году тоже также оказывали помощь в размере 30 тысяч инвалиду, если сопровождающее лицо, тоже 20 тысяч рублей. Вот. С услугами воспользовались 211 человек на общую сумму 6 миллионов 680 тысяч рублей. А само лечение санаторно-курортное на сумму 11 миллионов 708 тысяч рублей. Вот. На приобретение специального оборудования и средств реабилитации было израсходовано 3 миллиона 18 тысяч рублей. Вот. Кроме того, в прошлом году в бюджете фонда было предусмотрено приобретение оборудования для Гудзерского военного госпиталя на сумму 8 миллионов рублей. Это было реализовано, купили оборудование на 8 миллионов рублей. Это связано с тем, что чтобы наши инвалиды и граждане часто не выезжали для обследования на территорию Российской Федерации, и чтобы имели возможность здесь, на территории Абхазии, получать соответствующие услуги. Одна из самых больших статей расходов – обеспечение лекарственными препаратами инвалидов войны. В прошлом году была оказана финансовая помощь на сумму 41 миллион 511 тысяч рублей. И материальная помощь семье инвалида на погребение. В прошлом году умерло 64 инвалида. В прошлом году сумма материальной помощи составляла 50 тысяч рублей. Но с этого года размер помощи тоже подняли до 100 тысяч рублей. И теперь семья умершего инвалида на погребение получает 100 тысяч рублей. Также дорожные расходы. Имеется в виду оплата билетов к месту лечения и возврата. Вот 3 миллиона 399 тысяч было израсходовано в прошлом году. Медицинские услуги на лечение за пределами Республики Абхазия 33 миллиона 673 тысячи рублей. Вот. Кроме того, на протезирование еще израсходовано 1 миллион 18 тысяч. И в целом фонд инвалидов в прошлом году оказала услуг и помощи на сумму 139 миллионов 483 тысячи рублей. Руслан Аджба рассказал, что инвалиды войны и семьи погибших помимо пенсии получают другие виды пособий. Родители, потерявшие единственного сына, потерявшие двоих, также инвалиды первой группы, которые получают пенсию в размере 10 тысяч, для них установлены пособие в размере 10 тысяч за счет средств республиканского бюджета. Инвалиды резерва так получают. В общем, за прошлый год пособий выплачено на общую сумму 55 миллионов 217 тысяч рублей. Это все за счет средств республиканского бюджета. Министерство соцобеспечения и демографической политики реализует программу «Жилище». В списке получателей жилья на первом месте инвалиды первой группы и семьи погибших. За прошлый год такую помощь получили 4 семьи на общую сумму 2,5 миллиона, то есть смогли приобрести жилье. Вот. В этом году программа также продолжается, и в этом году уже также 4 семьи получили помощь. В принципе, все заявления, поданные от инвалидов первой группы, у нас уже рассмотрены, и эта категория закрыта на сегодняшний день. Ну, не знаю, в будущем, может, будут еще новые заявления.
Пока так. Вот. И в следующем году мы продолжим реализацию этой программы, и семьи погибших, я думаю, у нас будут в приоритете, и мы будем рассматривать. Ну, пожилую, конечно, да, мы, если прошлые годы, то 40 миллионов в год предусматривали, то с 23 года на 3 года предусмотрели по 60 миллионов рублей. Соответственно, мы увеличили также размер помощи, если минимальное было 500 и максимальное 100 тысяч в предыдущие годы, то с 2023 года помощь составляет от 700 до 1 200 000. На программу жилища подано много документов, но, к сожалению, помочь всем одновременно и в сжатые сроки сложно. Так как у нас сумма ограниченная, мы быстро решить все проблемы не можем, проблемы всех желающих приобрести жилье. В общем, но потихоньку в год, вот в этом году уже на 23 год на 60 миллионов у нас рассмотрено и одобрено 67 заявлений, то есть 67 семей получат возможность приобрести жилье. Конечно, сумма невелика, но я думаю, что пока еще можно за такую сумму, но если сам участник имеет возможность добавить от себя, тоже, в общем, приобрести можно еще жилье. Что касается оплаты за обучение детей и ветеранов как в Абхазии, так и за ее пределами, то, по словам Гаджба, после обращения в соответствующие структуры им обязательно оказывается помощь президентом, премьер-министром, Министерством просвещения и другими профильными ведомствами. Гугу Савардания, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение.